эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Народные депутаты Якутии приняли проект закона о государственном бюджете Якутии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в окончательном чтении. В бюджет поступило 617 поправок от правительства и парламентариев республики. Все поправки обсуждены на заседаниях 5 рабочих согласительных комиссий. Так, доходная часть бюджета на 2019 год принята в объеме 201 миллиарда 53 миллионов рублей. Расходная часть составит 202 миллиарда 188 миллионов рублей. Дефицит не изменится и составит 1 миллиард 135 миллионов рублей. В 2020 году доходы утверждены в объеме 172 миллиардов 742 миллионов рублей. Расходы 173 миллиарда 742 миллиона рублей. Дефицит 1 миллиард рублей. В 2021 году доходная часть составит 177 миллиардов 960 миллионов рублей, расходы 178 миллиардов 960 миллионов рублей с дефицитом 1 миллиард рублей. Правительство республики проводит очень большую работу по согласованию числа получателей этой увеличения по МРОТа. Да? Сегодня пока есть разница между оценкой и расчетом федеральной власти и республики. Я надеюсь, что мы все-таки дойдем до консенсуса. В этом случае мы надеемся, что 90% этих дополнительных расходов все-таки будут профинансированы со стороны Российской Федерации. Но, естественно, мы понимаем, что те же 8 миллиардов, о которых я говорил, их тоже надо профинансировать обязательно. В связи с этим оптимизация расходов должна быть, потому что у нас дополнительных доходов сегодня пока не планируется. Также парламентарии приняли в окончательном чтении закона стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Стратегия является одним из самых важных документов развития республики. По словам докладчика Алексея Стручкова, работа над документом велась на протяжении нескольких лет. Стратегия разрабатывалась во взаимодействии с общественностью, экспертами, представителями хозяйствующих предприятий. Всего поступило более 1000 замечаний и предложений. Мнение якутян учтено путем опроса. Более 2000 респондентов беспокоят плохие дороги и в целом дорогостоящая жизнь в республике. Основа – это диверсификация экономики нашего региона, переход от сырьевой направленности экономики нашей республики к развитию несырьевого сектора экономики. Это перерабатывающее производство, прежде всего в агропромышленном комплексе, прежде всего в сфере промышленности. В стратегии также ставится задача опережающее развитие инфраструктуры, прежде всего транспортной, энергетической, для реализации приоритетных проектов, для обеспечения транспортной доступности населения. В том числе стратегия традиционно предусматривает такие крупные проекты, как строительство Ленского моста. Проект стратегии предусматривает 3 больших этапа развития Якутии. Так, до 2022 года должен заработать в полную силу Якутский центр газодобычи в Ленском промышленном инфраструктурном узле. Продолжится развитие западной экономической зоны, южного промышленного комплекса, восточной горнорудной зоны. Будет начата реализация арктических проектов. На этом же этапе запланирован ввод крупных учреждений здравоохранения и образования. На втором этапе к 2024 году должны быть решены задачи качественного повышения социально-экономических показателей, обозначенные в майском указе президента Российской Федерации. Третий этап заканчивается в 2032 году. Тогда будет отмечаться 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. К 2032 году должна быть достигнута цель войти в число регионов-лидеров страны как по экономическим показателям, так и по показателям качества уровня жизни населения. Ожидаемая продолжительность жизни составит 80 лет. Численность населения республики достигнет более 1 миллиона человек, отметил первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Стручков. Отметим, что к этому времени должны быть созданы 60 тысяч новых рабочих мест, качественно улучшится ситуация с транспортной доступностью.
Глава Якутии Айсен Николаев представил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска на заседании научно-технического совета Росавтодора. На заседании совета рассмотрели варианты инженерно-технических решений возведения стратегического инфраструктурного объекта. С предложениями выступили потенциальные инвесторы проекта, это представители компании Power China International Group Limited и ГК ВИС. Консорциумы заявили о готовности реализовать проекты на основе частной концессионной инициативы. По итогам научно-технического совета и обмена мнениями мы подготовим совместный протокол. Затем совместно с республикой подготовим доклад в правительство Российской Федерации. Далее оно примет решение о способах и сроках реализации этого крупнейшего проекта, сказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов. Отметим, что возведение моста через Лену обеспечит транспортно-логистическую связанность на 18% территории Российской Федерации. В зону круглогодичного транспортного сообщения попадут 83% жителей Якутии. Средний размер пенсии в Якутии составил более 18 тысяч рублей. С 1 января выплаты для неработающих пенсионеров вырастут на 7%. Отметим, что в Якутии проживают 275,5 тысяч пенсионеров. Из них 81% – получатели страховых пенсий по старости. Индексация у нас запланирована на уровне 7,5%. Необходимо отметить, что это почти в 2 раза больше, чем предыдущие индексации. В последние года мы, к сожалению, индексировали страховые пенсии на уровне только 3-4%. И такие же проценты индексации от 6 до 7% они заложены в будущие 6 лет. И вы знаете, что мы с 2018 года начали проводить индексацию страховых пенсий не с 1 февраля, как у нас было раньше, а с 1 января года. Поэтому индексированную пенсию все пенсионеры-якутяне, в первую очередь неработающие якутяне, будут получать уже полные 12 месяцев в году. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.